Декады знака зодиака Рак. Рождение в знаке Рака дарует чуткость, тонкое восприятие, богатый внутренний мир и хорошее воображение. Рак – первый знак водной триады знаков. Вода – символ не только питания и взращивания, но и чуткости и восприимчивости, и наряду с планетарным управителем Рака, Луной, традиционно управляет сферой чувств и эмоций. Информация, которую может дать гороскоп Рака, зачастую преувеличивает слабости представителей этого знака, приравнивая их к излишне мнительным и ранимым личностям. На самом деле, Рак – это обладатель больших запасов энергии, необходимой для достижения целей, к которым он часто идет обходными путями, ловко огибая любые преграды и трудности. Рак первой декады, 22 июня, 1 июля. 0 градусов 10 градусов, планета субуправитель Луна. Эта декада включает в себя типичных представителей знака Рак, с переменчивым настроением и немотивированным поведением. С одной стороны, они – романтики, фантазеры, добрые родители, способные на многое, ради семьи и детей. Но с другой стороны, Раки первой декады – практичные, зачастую меркантильные, со временем часто превращаются в домашних тиранов. В любви они нуждаются в поддержке, покровительстве и ощущении, что их опекают. Рак первой декады – это рак чистой воды. Все происходящее пропускает через свое сердце, может переживать по любому поводу, но другим этого не показывает. Он очень эмоциональный, но все его эмоции бушуют внутри него. Внешне он может показаться вполне спокойным, единственное, что может выдать его переживания, он краснеет. В жизни проявляет себя, как консервативный и традиционный человек. Главное в их жизни – это семейные ценности. Они мечтают о семье, в которой будут равноправные отношения, но, к сожалению, в реальности все происходит несколько иначе из-за их желания во всем контролировать партнера. Они очень обидчивы и хотят, чтобы все внимание их второй половинки было направлено только на них. Если этого не происходит, они закрываются в себе. Рак первой декады чувствует себя полностью расслабленным со своим партнером только тогда, когда уверен в нем и доверяет ему. Тогда его защитный панцирь приоткрывается и он может рассказать обо всем, что творится у него в душе. Сами же они являются образцом заботливости и верности своему любимому человеку. Их дом обычно напоминает тихую гавань, где члены семьи собираются после тяжелого трудового дня и наслаждаются атмосферой спокойствия и гармонии. Рак первой декады способен на настоящие поступки ради любви, они готовы жертвовать собой, но и от партнера ждут того же. Женщины этого знака обычно выглядят как идеальный образ женщины, который представляют себе большинство мужчин: красивая, нежная, заботливая. Они не могут жить без романтики. Любят винтажные вещи, старинные украшения, антиквариат. Так как Рак все-таки женский знак и принадлежит к стихии воды, стихии эмоций и чувств, мужчины-раки могут казаться недостаточно мужественными, брутальными. Они вежливые, тактичные, невспыльчивые. Но это только внешняя оболочка. Ведь Рак еще и кардинальный знак, то есть люди этого знака способны на решительные поступки, они готовы принимать серьезные решения, и не прячутся от неприятностей. Будьте уверены, что с этим мужчиной вы будете, как за каменной стеной. Раки первой декады, сентиментальны до слез, могут до старости хранить фотографии, письма от возлюбленных со времен своей молодости, их часто посещают приятные воспоминания о прошлых романах, и нередко бывает, что через долгие годы разлуки, судьба вновь соединяет раков с героями их прошлых романов. Рак второй декады, 12 июля. 10 градусов 20 градусов, планета субуправитель Плутон. Раки второй декады отличаются живостью характера и быстрой сообразительностью ума. Наряду с этим, они имеют сложный и противоречивый характер. Среди них немало ораторов,
готовых вести за собой массу людей. Это ярко проявляется в школьные и студенческие годы. В них присутствует дар убеждения. Однако, активная деятельность у представителей второй декады рака довольно часто перекликается с периодами лени. В целом, рак второй декады великодушный, щедрый, благородный. Они готовы пожертвовать своими интересами ради любимого человека. Рак второй декады обладает чертами характера Скорпиона. Он отличается огромной силой воли, активен во всех сферах жизни. Его интересы весьма разносторонние. Раки второй декады амбициозны и хотят добиться максимальных результатов как на личном фронте, так и в карьере. Не пасуют перед сложностями, всегда идут в первых рядах, смелы и энергичны. Неравнодушны к власти. Они всегда выделяются среди своего окружения и излучают внутреннюю силу. Эти раки сильны духом и телом. Представители этого знака прекрасно развиты физически. Они превосходно ведут хозяйство, их дом всегда наполнен комфортом и теплым. У них золотые руки и светлая голова. Добиться успеха в жизни им поможет неустанная работа и постоянное оттачивание своих навыков. Однако о делах, касающихся денежных махинаций или политической деятельности, стоит забыть. Они принесут ракам второй декады только вред. Еще одна опасность исходит от употребления спиртными напитками. Есть большая вероятность привыкания именно у людей этого знака. Если раки второй декады будут следовать этим советам, они могут добиться в жизни тех высот, о которых давно мечтали. Раки этой декады – хорошие хозяйственники, они умеют экономить так, что это не сказывается на качестве жизни. У них всегда в запасе есть энная сумма на черный день. Им просто необходима уверенность в будущем, а такие заначки дают им ее. Эти раки изначально понимают, чего они хотят от семейной жизни, и какой спутник им нужен, но сердцу не прикажешь, и первый брак обычно оказывается совершенно не таким, каким они его себе представляли. Поэтому в жизни этих людей нередко случаются разводы и повторные браки. Рак третьей декады, 13-22 июля. 20 градусов 30 градусов, планета субуправитель Нептун. Раки третьей декады, уверенные в себе, целеустремленные люди, но в то же время мечтательные, беспокойные натуры. Дружелюбные, готовые прийти на помощь в трудную минуть помощи со стороны. Они производят впечатление мягких людей, но это обманчиво, за мягкостью скрывается внутренний стальной стержень. Обладатели этой декады наделены своеобразным гипнотизирующим взглядом, способным обворожить любого. Рак третьей декады характером напоминает знак рыбы. Он жаждет уважения к своей персоне и всячески старается подчеркнуть свою значимость. Эти раки так же, как и второй декады, очень амбициозны и самоуверены. Они ставят себе цели, и уверенно их добиваются. А когда добиваются их, ставят новые. Это настоящие трудоголики, они готовы с утра до позднего вечера выполнять свою работу из-за развитого чувства долга, но в душе они надеются, что их старания заметят и как-нибудь наградят. У раков этой декады есть способности в рисовании и литературе. Они готовы к литературе. Среди них огромное количество известных художников и поэтов. Они представляют собой типичную жилетку, которую используют другие, чтобы поплакаться в нее. У людей этого знака есть одна особенность: им сложно отказывать другим, тем более близким людям. Это самые лучшие друзья, на них всегда можно положиться. Они готовы помогать всем подряд, даже незнакомым людям. Им нравится заботиться о других, им присуще чувство сострадания к ближним. Именно поэтому раков третьей декады так привлекает медицина. Они хорошо развиты физически, обладают крепким телосложением, практически никогда не болеют. Не любят шумные места и компании, всему этому они предпочтут почитать в тишине интересную книгу.
Раки этой декады не понаслышке знают такое чувство долга, и могут отбросить все свои капризы, и действовать по принципу «надо, значит, надо». У них есть отличная возможность добиться определенных успехов в качестве госслужащих, дипломатов, а также в области юриспруденции. Несмотря на это, они еще обладают великолепным чувством прекрасного, и могут стать известными как люди творческих профессий. Рак третьей декады обладает самоотверженностью, за близких людей он готов идти до конца, и делает все возможное, чтобы жизнь других людей была наполнена добром.